Тема сегодняшнего круглого стола называется «Россия и тюркский мир. Пути к сотрудничеству». Но мы знаем, в основном все здесь собрались, люди, знающие многие проблемы тюркского мира. Мы все прекрасно это знаем, да? Вот. И единственным выходом, как бы вот и для страны, и для нашего культурного сохранения является как раз налаживание нормальных взаимоотношений с тюркским миром, наверное. И других выходов нету здесь, в нашей стране. С одной стороны, на нас давит Китай с его экономическим могуществом и так далее, большим населением. С другой стороны, Запад, тоже экономически сильное образование. Так? Вот. И остается нам центр Евразии для нас, для России, если она хочет сохраниться, по сравнению с такими гигантами. Вот. Значит, Россия должна пополняться людскими ресурсами, да? Фабрики, заводы в России должны работать, и работать эффективно. Потребителем нашей продукции, естественно, является, значит, в большей части может быть тюркский мир, который нуждается именно в такой продукции, понимаете? А с другой стороны, в тюркском мире как раз достаточно людских ресурсов, которые могут быть использованы в России. Ну а проблемы наших народов, да, мы хотим сохранить язык и культуру. Значит, у нас ареал распространения наших языков и культуры, он ограничен в рамках Российской Федерации. Потому что был СССР, был больший ареал. Когда стала Российская Федерация, ареал существенно сократился, да? И применение наших языков и культуры, к сожалению, тоже ограничено. Тем более здесь принимаются различные законы, ограничивающие изучение родных языков, да? Ну, мы знаем, вот недавно был, значит, в республиках, значит, это отказ от обязательного изучения второго государственного языка. Надо дать возможность сказать всем, ну, или максимально желающим людям, чтобы мы могли действительно как-то вот общее мнение на эту тему собрать. И мы с вами по праву можем гордиться тем, что Россия наша Родина. Мы здесь в любой ее части не являемся пришельцами. Мы всегда имели собственную этническую территорию на востоке от Хингана, еще шире от Тихого океана до Дуная и даже далее. Это все наша Родина. Я сам, как было сказано, представитель Алтая, алтайского народа, известного в истории как алтайский тюрк. Это первый народ, который себя среди других тюркоязычных племен, выйдя из Турфанского оазиса, где сейчас живут уйгуры, перейдя на свою родину Алтай, назвались тюрками. Многие академики, ученые до сих пор не могут расшифровать понятие тюрков и делают неверные выводы. А это всего-навсего означает родичи, ближние. Тюркские народы, вообще не знавшие ни о каком пантюркизме, огульно обвинялись подряд в пантюркизме. И, естественно, лучшие люди, вот как тот же Хакимов, Султангареев, великолепные люди сложили свои головы. Даки Валиди, башкирский, ну что говорить. У каждого народа мы знаем, сколько было жертв и потерь, и тем не менее мы с вами успешно выстояли, успешно развились. Для нас советский период, если оценивать так объективно, это был период социальной передышки и культурного возрождения для всех народов, не только тюркских. Вот, несмотря на все, так сказать, издержки советского периода, мы должны правильно понимать, что не будь советского периода, не было бы сегодня никаких 5 тюркских республик, ни Азербайджана, ни Узбекистана, ни Туркменистана, ни Кыргызстана, ни наших автономных республик. Это было создано в период Советского Союза. И не случайно сегодня крайне правые все время кричат с трибуны Думы, начиная с Жириновского, разжигает ненависть, вражду к народам и в немалой степени к тюркским народам. В 1995 году состоялся первый единственный съезд Конгресса тюркских народов России под эгидой правительства Российской Федерации, когда Черномырдин был премьер-министром, и Миннац
провел эту важную работу. Был создан Конгресс тюркского народа, и неожиданно для самого себя я, покорный слуга, был избран президентом Конгресса тюркских народов.